Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Лина Зинатульна. И вот о чем сегодня расскажем. Готово к отправке. Планируем, что мы в среду будем это все грузить в большую фуру. В Татарстане продолжаются пополняться склады гуманитарной помощи для отправки вынужденным переселенцам. Что везут, увидел Рамиль Шайдулин. Жители поселка Аки с тревогой ждут наступления весны. В прошлом году затопил несколько домов по улице Калин. Вот нынче и ждем, и трясемся. Какие противопаводковые мероприятия проводятся в Казани, расскажет Тагир Валидет. Школьных ресторанов все больше, но меньше ли жалоб на питание? Если бы хотя бы через один ребенок ел салат, то есть привычка кушать овощи, ее нет. Растет ли коэффициент несъедаемости и сколько поваров сегодня требуется в школьные столовые, выясняла Юлия Гоголева. В Татарстане продолжается сбор гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. Пока она поступает на склады, в ближайшие дни фура отправится в Ростовскую область. Предприятия татарстанцы приготовили продукты питания, товары первой необходимости, бытовую технику. Поток желающих помочь не прекращается. Сегодня свой вклад в общее дело внесли профсоюзы Татарстана. Рамиль Шайдулин увидел, как объединились жители республики. Очередной заполненный фургон подъезжает к складу. Внутри, как и в десятках других машин, коробки с гуманитарной помощью. Их расставляют по порядку. Вещи к вещам, продукты к продуктам. Несмотря на такой внушительный размер, коробки совсем не тяжелые, но внутри, судя по всему, совсем нет свободного места. Все потому, что сегодня на склад привезли мягкий инвентарь. Внутри полотенца, постельное белье и детские игрушки. Всю эту партию собрали профсоюзы Татарстана, предприятий промышленности, строительной отрасли, комитета здравоохранения. Знаем, что есть необходимость, потребность в лекарственных препаратах. Тоже сейчас определим и, наверное, также централизованно передадим предметы, уже необходимые лекарственные препараты. Свой вклад внес и Казанский булочно-кондитерский комбинат. Они привезли на склады несколько тонн сушек, баранок, пряников и других продуктов длительного хранения. Когда мы узнали, что требуется помощь и людям надо оказать поддержку, мы сразу проявили желание и участвуем в этой акции, потому что все люди нашей страны это тоже также готовы. Поэтому нам самим приятно, когда мы можем помочь. За день до отъезда в Россию. Как умеет помогать Россия, прекрасно знает Владимир Люлькевич. В 2014-м он был в числе тех, кто вместе с семьей из Донбасса переехал в Татарстан. Здесь нашли жилье и работу. По телефону узнавали, как сейчас обстоят дела в родном Дзержинске, который уже успели переименовать в Торецк. Я надеюсь, что название поменяется обратно в сторону, потому что все к этому идет. Наш город, кстати, на линии фронта, и буквально сейчас идут бои за его освобождение. Возле Горловки, которые слышно в каждых новостях. Владимир верит, скоро все это закончится, а в его родном Донбассе вместо взрывов и выстрелов снова зазвучит музыка. Он даже начал мастерить новую гитару. Еще немного, и она будет готова. Привел в божеский вид, потому что там столько было нюансов. Уже несколько дней в пункты приема гуманитарной помощи люди несут продукты, воду и вещи первой необходимости. Все это везут на склады, чтобы вскоре отправить в помощь вынужденным переселенцам. Планируем, что мы в среду будем это все грузить в большую фуру и отправляться уже в город Батайск. Там, в Ростовской области, сейчас находятся большинство приехавших из Донецкой и Луганской народных республик. Татарстан поможет им продуктами, вещами, техникой и всем, что безвозмездно передают предприятия и простые жители. Рамиль Шайдулин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Предприятие КАМАЗ оказалось в санкционном списке Евросоюза. Сегодня руководство автогиганта обратилось к коллективу, партнерам, поставщикам и клиентам. Генеральный директор Сергей Когогин сообщил, что согласовал с российским правительством план дальнейших действий и намерен выполнять все обязательства перед поставщиками. В истории нашей легендарной компании уже случались испытания, которые мы с честью преодолели. Могу вас заверить, что и сейчас руководство компании знает, что делать, как сохранить производство и поддержать трудовой коллектив. У КАМАЗа есть план действий в данных условиях, согласованный с правительством Российской Федерации, и мы продолжим делать все от нас зависящее, чтобы компания развивалась, а работники чувствовали себя уверенно.
Наши автомобили являются основой транспортной безопасности России, и мы должны обеспечить страну этим важным ресурсом. Казань готова оказать помощь вынужденным переселенцам из ЛНР и ДНР. Об этом сегодня сообщил мэр. Ильсур Медшин рассказал, 200 мест уже подготовлено в санатории Ливаде и 150 в отеле «Кварт». Люди звонят, предлагают свою помощь. У нас эта работа развернута, в том числе по гуманитарной помощи. Я прошу глав районов, руководителей промышленных предприятий, вузов, но всех неравнодушных принимать в этом посильное участие. Если потребуется, мы готовы принять и вынужденных переселенцев с Донецкой, Луганской республики. Мы уже принимали в 2014 году наших соотечественников, и те, кто в 2014 году вынуждены были покинуть свои родные места. Нижнекамск тоже готов принять вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик, сообщил сегодня на деловом понедельнике руководитель исполкома Рамиль Мулин. Пока точных локаций для размещения людей нет, но власти района уже готовы предложить несколько площадок. Тем временем жители Нижнекамска организовали сбор гуманитарной помощи. Нам важно, как обозначил для нас президент республики, среди этих людей, которые нуждаются в помощи, оказать необходимую помощь. Задача обеспечить продовольствием, питанием и средствами личной гигиены. В Набережных Челнах места размещения вынужденных переселенцев проверил территориальный Роспотребнадзор. О результатах сегодня на совещании в мэрии доложил глава ведомства Ильгизяр Бариев. По его словам, все необходимые результаты исследования получены. Готовность 2 объектов подтверждена. Это санатории «Жемчужина» и общежитие КамАЗа. В Автограде готовы принять около 300 вынужденных переселенцев. После начала военной специальной операции многие представители медиа поддержали решение Владимира Путина и дали свой ответ тем, кто в своих постах в последние дни писал о чувстве стыда за страну. Вот что заявил Антон Красовский, известный журналист и публицист. Приводим часть его выступления. Начнем мы, конечно, с Донбасса и с того, какое чувство вчера испытала вся так называемая русская интеллигенция. А попросту говоря, это чувство стыда. Им было стыдно, что Россия, наконец, вступилась за свою часть, за свой народ. Наконец признала этот народ частью себя самой. И вот которые почему-то считают себя интеллигенцией, взвыли. Ах, как стыдно мне жить в этой части света, написала одна сестра миллиардера, которая в этот момент находилась, кажется, в Соединенных Штатах Америки. Стыдно было всем. Стыдно было бывшему владельцу одного пенсионного фонда, укравшего 1 250 000 у своих вкладчиков, потом спасенного одним из руководителей нашей страны, чтобы вслед за его фондом не рухнула вся финансовая система России. Стыдно было ведущим «Дождя», стыдно было прекрасному одному сотруднику «Газпром-медиа», и нет, совсем даже не «Эхо Москвы», а какого-то там, кажется, издания «Супер». Есть и такое. Так вот, этот человек, он сидел у меня дома и визжал, что он никогда не будет делать прививку «Спутник», потому что это проклятая путинская прививка. Вместе с тем он ходил на работу в «Газпром-медиа» и совершенно не гнушался получать газпромовские деньги. Ему было стыдно делать прививку «Спутник», но не было стыдно попросить у меня липовую справку о медотводе, когда его с одним уколом Pfizer не пустили в Америку. Им стыдно от того, что Россия не потерпела еще один плевок в свою сторону. Им стыдно от того, что нас, поддерживающих это решение, абсолютное большинство. Уже завтра старт плей-офф Кубка Гагарина. Соперником Ак-Барса на этом этапе станет омский «Авангард», действующий чемпион КХЛ. Турнир проходит в непростой обстановке. Финский «Йокерит» покинул лигу. Соответственно, произошли изменения в турнирной таблице. Открытым остается вопрос с легионерами, продолжат ли они играть в КХЛ. Сегодня «Ак-Барс» провел открытую тренировку. 2 марта уже первый матч. Иван Сарафанов о настрое «Ак-Барса» и быть ли Кубку в Казани.
Сегодня у хоккеистов «Ак-Барса» открытая тренировка перед предстоящим матчем плей-офф серии Кубка Гагарина. Первый соперник – Омский «Авангард», чемпион КХЛ прошлого года. Именно ему наши ребята проиграли в финальной серии 2021-го. Начинается плей-офф, начинаются игры совершенно другого накала, цена ошибки возрастает. Мы поменяли игру, мы в каких-то моментах по-другому играем, в общем-то, здесь. Но мы понимаем, какой состав мы набрали. Все хоккеисты в отличной форме, все настроены на победу. В этом сезоне с мячами мы встречались трижды, и за плечами 3 победы. Все игры, которые в регулярке идут и в плей-офф, они все разные. Единственное, знаем, как, да и до этого знали, как будет играть соперник. Для Дениса Зарипова, капитана команды «Ак-Барс», это последний сезон. Как признается, подошел к нему с особой мотивацией. Свою задачу видит в сплочении команды, поддержании боевого настроя на победу. Команда в хорошем духе, готова послезавтра выходить на лед и показывать и доказывать всем, что мы выходим на лед в этом сезоне не просто так, а именно добиться самых высоких целей. Фаворита в этой паре нет, но это и гарантирует интересную и яркую серию. Как известно, «Ак-Барс» считается командой домашней, любит играть на своей территории. Наша команда имеет небольшое преимущество. Первый матч состоится на Татнефть-арене. Иван Сарафанов, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Прирост запасов Татнефти в России за 4 года оценивается в 116%. Это свыше 123 миллионов тонн нефти и более 6 миллиардов кубометров газа. Топливный гигант владеет 33 участками в 5 регионах за пределами республики. На них расположены 46 месторождений. Об этом сегодня сообщили на заседании Совета директоров компании с участием президента Татарстана. По уровню добычи нефти компания в январе превысила аналогичные показатели прошлого года. Планы по инвестициям сформированы с учетом роста добычи нефти, реализации проектов в нефтепереработке, шинном бизнесе, нефтегазохимии. Создавать в Татарстане авиатопливо из рапса, обучать промышленников на тренажерах виртуальной реальности и начать контейнерные перевозки до Таиланда и Индонезии. Такие предложения сегодня озвучили на заседании Совета директоров Татнефтехиминвестхолдинга. Его провел Рустам Миниханов. Традиционно здесь обсуждают прорывные идеи для развития республики. О самых интересных Рамиль Галиуллин. Несмотря на вроде бы разные заявления по поводу биотоплив, это сегодня главное решение в мире. Так, нефтепереработчикам Татарстана предлагают выпускать зеленое топливо на основе рапсового масла. Производство дизеля и авиакеросина можно наладить на Танеко. Об этом рассказал руководитель Московского центра мониторинга новых технологий Михаил Ершов. По его словам, у республики для этого есть ряд преимуществ. Во-первых, она близка к окталовым маслам, которые экспортируются в Европу. Здесь достаточное количество рапса и может быть организован транзит, поэтому в этом плане все перспективы у республики имеются. Мощность установки может составить 300 тысяч тонн ежегодно. Как отметили, сегодня за таким топливом будущее. Она перспективная. В любом случае мы обязаны этим заниматься и по керосину, и по дизельному топливу. Масла у нас есть. Наиль Фатович, как? Рустам Ильич, наряду с другими проектами мы будем рассматривать ребят. Проектов, их достаточное количество у нас реализуется. И я могу сказать, что мы уже производили с биокомпонентами топлива. Перспективные разработки для нефтеперерабатывающих предприятий и других отраслей промышленности представили нижегородские ученые. Они презентовали пенопласты нового поколения, в том числе для авиации. У него очень жесткая ячеистая структура. Высокая теплостойкость, как видно из плаката, до 200 градусов. А химическая стойкость, кроме как, в серной кислоте он нигде не растворяется. Остаточная прочность очень высокая. И самое главное, мы создали такую технологию, которая базируется только на отечественном сырье. Сибур в ближайшие годы планирует запустить ряд проектов по вторичной переработке пластмасс и производству биоразлагаемого пластика. Для этого нужна инфраструктура, отмечают представители компании. По их словам, Татарстан обладает большим потенциалом. Строительство рассматривают на мощностях Нижнекамск-нефтехима. Республика Татарстан как раз обладает максимальными возможными мощностями по вовлечению в вторичную переработку за счет большого количества НПЗ и нефтехимических мощностей. Поэтому хотелось бы на самом деле использовать максимально этот потенциал. Рустам Миниханов инициативу поддержал и предложил его, как пилотный, реализовать в Татарстане. Давайте
создадим рабочую группу, ну и экономику надо подсчитать. Если там экономика биться не будет, значит, нужны какие-то преференции федеральные. Значит, законодательно надо работать. Да. Значит, надо посмотреть. Новый контейнерно-логистический комплекс может появиться в Свияжске. В его создание вложат 1,5 миллиарда рублей. Проект презентовали представители петербургской компании. Объект планируют построить в Зеленодольском районе. Рядом федеральная трасса М7 и железная дорога до Москвы. Создание хаба выведет контейнерные перевозки на новый уровень и откроет выходы в порты Таиланда, Индонезии и других азиатских стран. Сейчас 90% импорта товаров народного потребления в республику идет через Москву. То есть груз сначала приходит у нас на московские склады, а с них уже направляется в республику. Наверное, это не совсем правильно в плане ценообразования. Мы предлагаем эти потоки направить прямо и конкретно уже в республику. Среди других предложений – тренажеры виртуальной реальности для промышленников от программистов из Санкт-Петербурга. Все озвученные предложения президент поручил взять в работу. Рамиль Галиуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Завтра у президента республики юбилей. Рустаму Минниханову исполнится 65 лет. По этому случаю на нашем канале в эфир выйдет фильм «Рустам Нургалиевич Минниханов. Жизнь как инновация». Смотрите его 1 марта в 8 вечера. Татарстан в ожидании весеннего паводка. Из-за снежной зимы уже сейчас понятно, что талых вод будет много. Проблемными считаются казанские поселки Сосновка, Кинзери, Вознесенская, Салмачи, Царицыно, Клыки, Мирный и другие. В поселке Аки каждый год топит несколько десятков домов. И жители уже сейчас беспокоятся за свое имущество. Завтра уже март, а водоотводная канава не расчищена от снега и мусора. Тагир Валиди подробнее. Вот в прошлом году из-за того, что заторы все большие. Вот пригнали после того, как нас затопило, 2 экскаватора здесь работали. 86-летний Ахат Сафиуллин с тревогой ждет весны. Каждый год в казанском поселке Аки, что в Советском районе, с потеплением начинается паводок. Его дом находится в низине. Из-за того, что весенние воды затапливают нас, значит, вот поэтому мы очень беспокоимся. В прошлом году вот затопил несколько домов по улице Калиной, в том числе и нас. Вот нынче и ждем, и трясемся, вот. Тем более снега очень много выпало нынче. Снег свозили сюда со всего поселка, говорит пенсионер. По весне водоотводный канал не справляется с бурными потоками. Он неглубокий и быстро забивается мусором, глыбами льда и ветками. И когда бывает ранняя весна, плюсовые температуры средние, суточный точный плюс, идет и днем, и ночью, и воды становится много, земля не успевает впитывать, и у нас возникает проблема. Сама канава должна быть очищена. Ну, то есть это просто вот такая ложбинка, и по ней идет. А если она заилилась, если там лед, то есть она идет и получается как плотина. В наиболее уязвимом положении здесь десяток домовладений. Талые воды из окрестных коттеджных и дачных поселков стекают сюда, в речку Кинзерку. Пока ее уровень в норме, но буквально через пару недель она может выйти из берегов и привести к очередному потоплению близлежащих жилых домов. В мэрии сегодня поднимался вопрос противопаводковых мер. Ильсур Медшин призвал коммунальщиков не терять времени. Необходимо максимально расчистить русла рек и берега. В районе создана противопаводковая комиссия, которая проводит круглосуточное дежурство. Также собраны дополнительные силы и средства для привлечения к ликвидации последствий подтоплений. Это 38 единиц техники, 34 мотопомпы, подготовленные мешки с песком и трапы. Угроза паводка – проблема не только пригородных поселков, но и большинства районов республики. Погодные условия быстро меняются. Синоптики предупреждают, нас ожидает ранняя весна. В этом году погода опережает климатические нормы. Так, например, в течение февраля опережение климатической нормы было почти на месяц. Ближайшая декада прогнозируется как аномально теплая, с аномалией около плюс 4 градусов относительно климатической нормы. МЧС будет отслеживать ситуацию на водоемах. Муниципалитетам поручено очистить каналы водоотведения от мусора, вывести снег с дорог и внутриквартальных проездов, проверить готовность систем оповещения и, на случай чрезвычайной ситуации, подготовить пункты временного размещения населения. Тагир Валиди, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань. Росгидромет регулярно фиксирует превышение загрязнителей в столице. Чем дышит Казань и как это контролируют, читайте сегодня расследование реального времени.
Летом в Казани отремонтируют еще 31 школьную столовую. В прошлом году сдали 41 пищеблок. Масштабная реконструкция столовых началась в республике в 2019 году. За это время современное оборудование и новая мебель появилась в 113 школах, а столовые начали называть ресторанами. Отразилось ли это на качестве еды? Получилось ли уменьшить коэффициент несъедаемости? И как решают вопрос с недобросовестными поставщиками? Подробности у Юлии Гоголевой. Новые плиты, посудомоечные машины и пароконвектоматы, а еще мебель, посуда, холодильное оборудование. За 3 года, а ровно столько идет масштабная реконструкция школьных пищеблоков. В Казани в проект вложили 700 миллионов рублей. В прошлом году в порядок привели 41 столовую, летом модернизируют еще 31. С сентября 2021 года по формату школьного ресторана в Казани работают уже 113 столовых. Более современное оборудование появилось и в департаменте школьного питания, но жалобы все еще остаются. Где-то еда остывшая, кто-то отказывается есть рыбу. В итоге коэффициент несъедаемости кардинально не изменился. Сегодня дети, к сожалению, отвыкают от обычной еды и от каш даже уже отходят. Не всегда смотрят благосклонно уже не только на рыбу, но, в общем-то, и овощи тоже. Я смотрю, и вот я просто поражаюсь. Если бы хотя бы через один ребенок ел салат, то есть привычка кушать овощи, ее нету. Огромное значение имеет, если стоять, объяснять, как это нужно. Острый дефицит кадров в столовых – еще один горячий вопрос. Зарплата около 20 тысяч рублей привлекает немногих. Ситуацию решили изменить с помощью дополнительных ставок для кухонных работников. Пока многие из них свободны. К 1100 почти 578 ставок добавилось. Соответственно, мы рассчитываем на то, что нагрузка еще и уменьшится. То есть будет возможность создать 2 смены. Например, часть коллектива придет пораньше, часть коллектива уйдет пораньше. И если это не будет такой длинный рабочий день, тяжелый, то уже зарплата более, скажем так, соответствует нагрузке. Проблема недобросовестных поставщиков, а значит некачественных продуктов, все так же актуальна. Сейчас усилен контроль при приемке, а самих предпринимателей включают в черный список. Соответственно, у этого поставщика больше не будет возможности работать. Но на самом деле эта проблема все равно она остается, она сегодня есть, потому что можно просто поменять наименование. И чтобы была объективность в этой большой, кропотливой и важной работе, мы привлекли родителей. Спасибо неравнодушным нашим родителям, они включились в работу, в том числе некоторые бабушки, дедушки. В начале учебного года казанских школьников стало на 11 тысяч больше. По прогнозам, через 4 года за парты сядут еще 50 тысяч детей. Юлия Гоголева, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Казань. В эти выходные в Автограде прошли благотворительные гонки на Кубок Салавата. Если в предыдущие годы пилоты соревновались в формате зимних трековых гонок, на этот раз в формате ледовой гонки. Участие приняли более 40 пилотов из разных регионов России. О результатах 4-го этапа чемпионата и Кубка России по ледовым гонкам на Кубок Салавата расскажет Гульнара Миниханова. Такого здесь точно не ожидали. 19-летний сын Салавата Фатхуддинова на старте гонок, но сначала предложение руки и сердца своей девушки. В начале отношений я сказал, вот эту дату выбираю, я ее выбрал еще довольно давно и сказал, просто эта дата. В копилке достижений у Фатхуддинова-младшего победа на чемпионате России по ралли-кроссу, а в 2019-м он установил рекорд на чемпионате России по кольцевым гонкам. На этих соревнованиях внимание Салавата Фатхуддинова только на сына. Все в одинаковых равных условиях. Я, естественно, болею за своего сына, но пока в этом году у него не очень получается. Ну, ничего страшного. Летом будем наверстать. Этим соревнованием мы дали второе дыхание. Всем вам, дорогие друзья, уважаемые наши спортсмены, я желаю удачи. Это приветствие мэра Челнов Наиля Магдеева. Он тоже активный болельщик. Традиционный формат зимних гонок на Кубок Салавата в этом году превратили в ледовый. Для этого изменили конфигурацию трассы. Гонщикам нужно демонстрировать мастерство, не наматывая круги по ипподрому, а двигаясь по извилистой трассе. Само мероприятие в Челнах проводится впервые, ледовая гонка. До сих пор мы здесь десятилетиями проводили трековые гонки. Это что-то очень новое. Организация на сумасшедшем уровне, потому что зимы практически не было.
Екатерина Боярова из Смоленска, единственная девушка на этих гонках. Автоспортом занимается с 2015 года. Мои конкуренты тоже не дают никаких поблажек, и никогда ничего такого нет, что вот там девушка или как-то там помягче. Нет, все наоборот, очень жестко, как со всеми. На соревнования заявились сильнейшие гонщики России: Раис Минниханов, Дмитрий Брагин, Олег Жаворонков, Расуль Минниханов, Василий Кораблев и другие. На трассе каждый показывает свое мастерство. Во время очередного заезда автомобиль 19-летнего пилота из Москвы Алексея Савина несколько раз перевернулся. Гонщик смог продолжить соревнования только в следующем заезде. Уникальность этих гонок не только в ледовой трассе. Это единственные благотворительные гонки в России. Участники гонок по традиции передают стартовые взносы Челнинскому дому ребенка. Заезды проходили 2 дня. Лучшим среди юниоров стал Иван Журавлев из Санкт-Петербурга. Победитель в дисциплине 1400 Илья Родькин из Воронежа. Сын Салавата Фатхуддинова занял 4-е место в этом же классе. Чемпионом России среди участников заезда в классе 1600 стал Михаил Симонов из Сызрани. Салавату большое спасибо за то, что провел такой благотворительный этап, Кубок Салавата. И в целом идем за титулом чемпиона. Впереди 5-й этап в Тольятти. Будем бороться. Эти гонки в Автограде проводятся с 1998 года. Кубок Салавата – единственное благотворительное соревнование по автоспорту в республике. Большую часть призового фонда и стартовые взносы участники передают детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Гульнара Минихан, Александр Лихачев, ТНВ, Набережные Челны. На этом пока все. Всего доброго и до встречи в следующих выпусках новостей. Дисковые бороны «Дукат» — это качественная обработка полей на любом рельефе, в любую погоду, до 500 гектаров за сутки. Спешите за «Дукатом» в компанию «Агрокомпани». АО «Тата Агролизинг» осуществляет продажу новой ИБУ сельхозтехники. Отдел продаж по телефону в Казани 203 8602. Я прошла обучение на категорию «Д» в автошколе автотранспортного предприятия. Тут я нашел новых друзей и получил востребованную профессию. Теперь у меня достойная зарплата. Предприятие сразу предоставило мне место в общежитии. Внеси в свою жизнь стабильность, принося пользу людям. Клининговая компания «Сияй». Хотите чистоту и порядок? Поздравляем! Теперь вы можете заказать у нас уборку любой сложности. Здравствуйте! Пора весенняя на пороге. Каким будет первый день марта, поговорим прямо сейчас. По данным сервиса Яндекс.Погода, переменная облачность в Бугульме, Бавлах, Азнакаево. Осадки не ожидаются. Температура воздуха днем +2. Это намного выше нормы. В Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге вероятность осадков минимальная. Ночью -3, а днем около 0. В утренние часы на дорогах сильная гололедица. Будьте предельно осторожны и внимательны. Татарстан располагается на западной периферии сибирского антициклона, и осадки в ближайшее время не ожидаются. Станет чуть прохладнее в Агрызе, Менделеевске, Актаныше. Ночью -6, а днем -1. В Арске, в Кукмаре, Балтасе небольшой минус на термометрах днем, а к вечеру станет холоднее. В Болгаре, Држаном, Буинске также небольшой мороз и без осадков, но очень скользко на дорогах и тротуарах. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше облачная погода с прояснениями. Тут синоптики также пока осадков не обещают, слабый мороз. Прошедшая зима удивляла количеством снега и повышенной температурой. Будем надеяться, что весна не разочарует и будет к нам добра. Укрепить иммунитет и восстановить силы поможет санчи. Благодаря свойству улучшать кровообращение, санчи благотворно влияет на работу всего организма. Дает энергию, нормализует сон, способствует устранению головных болей и хронической усталости, улучшает самочувствие. Польза санчи проверена веками. Недаром его называют сокровищем китайской медицины. Продается в аптеках Фармлет. Телефон для справок 8 927 236 71 75. Сайт sanchi.rf.
В Казани ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ночью около 2 мороза, а днем -1. К вечеру похолодает до -4. Ветер северо-западный, умеренный. Атмосферное давление выше нормы, 764 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 86%. Магнитное поле Земли спокойное. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.